Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии. Там выборы прошли в 2 тура, и Бадра Гумба как раз 1 марта во втором туре победил. По словам российского президента Владимира Путина, он рассчитывает, что дружественные российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо народов. Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития, написал Владимир Путин как раз в телеграмме, которая адресована Бадре Гунбе. В Абхазии в последние месяцы наблюдалась довольно напряженная обстановка, но в итоге выборы произошли, и, конечно, это повод поговорить, а что будет дальше, потому что вопросы к абхазским властям у многих точно копились. Константин Затулин с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что теперь меняется и меняется ли в отношениях между Москвой и Сухумом после этих выборов? Ну, до начала я хочу вам сказать, что я говорю с вами из Душанбе, где только что завершились вчера выборы в Палату представителей. А выборы в Абхазии, которые завершились позавчера, как известно, принесли победу Бадра Гумбе. Он выиграл с впечатляющим отрывом от Атгура Арденба. И, как мне кажется, есть все основания для того, чтобы реализовать те планы, которые имелись, связанные с дальнейшим развитием Абхазии. Конечно, это требует дальнейшего обсуждения, но, во всяком случае, важно то, что оппозиция, которая, несколько раз переходила через красные линии, и прежде всего, я считаю, поддалась соблазну поставить под угрозу отношения с Россией, сделав ратификацию договоренности между нами поводом для попытки переворота. Она проиграла. Она не извлекла выгоды из того, что она натворила в прошлом году. Я думаю, это повод задуматься тем, кто себя причисляет к этому лагерю, для того, чтобы сделать из этого выводы и искать пути объединения усилий для того, чтобы помочь народам Абхазии, абхазскому народу прежде всего, но и всем остальным, сделать так, чтобы Абхазия не превратилась в черную дыру, была активно развивающимся регионом. А вы думаете, что рефлексия теперь в отношении важности нормальных взаимоотношений с Москвой будет больше? Я думаю, что есть доказательства. Это доказательство называется выборы. Несмотря на нагнетание страстей, несмотря на то, что отдельные представители оппозиции не удержались от насилия, даже от стрельбы, как мы знаем. Несмотря на все это, кандидат, которого очевидно поддерживала Москва, одержал верх. И это повод, мне кажется, одним не самоуспокаиваться, я имею в виду самого Гунбу и его соратникам, а другим сделать выводы и найти пути к тому, чтобы работать на благо Абхазии. Не обязательно во власти, в оппозиции тоже можно делать многое для своей страны, но не переходить при этом грань, которая ничего хорошего не сулит. Можно ли предположить, что вернуться после выборов вот к этому соглашению инвестиционному, отказ от которого как раз и породил кризис, который мы наблюдали несколько месяцев назад в Абхазии? Я не могу достоверно ручаться, что именно к этому соглашению вернуться, или все-таки потребуются какие-то уточнения, они могут быть. В этом нет ничего зазорного, на мой взгляд. Но то, что Абхазии нужно создавать климат для инвестиций, и что дальше так продолжаться не может, когда, в общем, Абхазия просто поделена феодальным образом между людьми, которые кормятся от каких-то маятностей, от каких-то санаториев, от каких-то гостиниц, но при этом, к сожалению, не имеют ни возможности, а некоторые не имеют даже желания вкладывать деньги в развитие своих проектов, в развитие Абхазии.
Насколько, Константин Федорович, все-таки в политической традиции вот, в современной Абхазии принято действительно рефлексировать на тему чаяний абхазского народа, потому что нынешние результаты — это своего рода тоже кредит доверия новым властям. Но мы с вами неоднократно говорили, что, к сожалению, в Абхазии смена власти очень часто происходит путем государственного переворота, и нужна страховка от этого в будущем. Я считаю, что это главный урок и главный вывод, который нужно усвоить всем участникам политического процесса, кому бы они ни принадлежали. В самом деле, то, что произошло в ноябре-декабре прошлого года, было третьей за 10 лет попыткой государственного переворота, полуудавшейся на самом деле. Оппозиция добилась внеочередных выборов, хотя на самом деле эти выборы все равно должны были в это время произойти. Зачем она это делала? Для того, чтобы не просто добиться, а чтобы продемонстрировать себя и вседозволенность, и способность свою, нахрапом взять власть. Вот нахрапом взять власть не получилось. Надеюсь, что попытки подобного рода уйдут в прошлое. Все должны сделать вывод и, что называется, подписать какой-то пакт, не знаю, как он будет называться, пакт Монклова или еще каким-то образом. Но этот пакт должны ему следовать все участники политического процесса, что все должно происходить законным путем в результате выборов. Внутриполитическую борьбу при этом никто не отменяет, конечно. А куда как раз, вот здесь про внутриполитическую борьбу, куда, с вашей точки зрения, после выборов как раз канализируют свою активность оппозиционеры? Потому что мы понимаем, что нынешняя власть конструктивно настроена вроде бы на конструктивный диалог с Москвой, но вопрос тех, кто пытается взять власть нахрапом. Они против Москвы или они с Москвы, но у них другие методы и другое видение сотрудничества? Нет, я бы не сказал, я бы не стал их всех поголовно зачислять в противники Москвы. Там есть отдельные персонажи, которые внушают очень серьезные сомнения. Вы знаете, что вот в этот период трое граждан Абхазии и граждан России были лишены российского гражданства. Один из них — это депутат парламента, господин Кварча, другой известный в абхазских кругах блогер Леван Мека. Это все люди, которые определенным образом зарекомендовали себя в глазах России как люди, которые, не стесняясь, наносят вред Российской Федерации. И с этой точки зрения их российское гражданство является нонсенсом. Я не думаю, что все те, кто голосовал за Арзенбу, они плохо относятся к России. Это не так. Другое дело, что они не соотносят между собой слова о благодарности России за помощь и так далее, и одновременно при этом нежелание, вообще говоря, действовать цивилизованно, нежелание учитывать интересы других людей. В ходе самих выборов шла дискуссия, и отдельные представители лагеря Атгура Арзенба говорили, в общем, справедливо, что Абхазия должна самостоятельно справляться с трудностями, что путь, по которому мы вечно попрошайничаем, ждем помощи от России, он нас унижает и так далее. И карты вам в руки. Если это вас унижает, то тем более возьмите, засучите рукава. Но ведь странность-то в чем состоит? С одной стороны, это нас унижает, а с другой стороны, работать мы не собираемся. Спасибо большое. Или не собираемся откладывать, не собираемся что-то делать. Это иждивенчество надо прекратить. Спасибо большое, Константин Федорович. Вас благодарю.